Употребление наркотиков разрушительно влияет как на мужской, так и на женский организм. Однако из-за особенностей физиологии и психологии женская зависимость формируется и протекает по несколько другой схеме, чем мужская. Пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам у женщин развивается гораздо быстрее, чем у мужчин. Это связано с особенностями женского гормонального фона и биохимических процессов, которые приводят к быстрой наркотической зависимости. В Абхазии наблюдается незначительный, но все же рост употребления наркотиков среди женщин. За последние 2 года в республиканский наркологический диспансер впервые обратились 8 женщин, употребляющих наркотические вещества. 25-летняя девушка попадает к нам с передозировкой, и когда, знаете, когда человек в таком состоянии острой интоксикации, даже и возраст толком не поймешь в таком состоянии. Когда уже она пришла в себя, я вижу, это достаточно молодая девушка, и спрашиваю у мамы, сколько ей лет, 25 лет. Какой стаж употребления, спрашиваю у мамы. Она говорит, 10 лет. Очень нормальная семья, порядочные люди, но это вот обстоятельства, окружение, 15-летний подросток вовлекается, а зависимость потом так легко не отпускает. Вот. И потом в связи с психоэмоциональной составляющей женской психики тяжелее женщины отходят от наркотиков и от зависимости от алкоголя или от других видов зависимости, нежели чем мужчины. За 2018 год сотрудниками правоохранительных органов Абхазии выявлено 224 преступления в области незаконного оборота наркотических веществ, из которых 8 были совершены женщинами, 5 преступлений за незаконное хранение наркотических веществ и 3 за незаконный ввоз и распространение. Присутствует наркомания женская, но она не так стоит остро, как в общем наркомания, как сбыт, как хранение наркотических средств и употребление у мужского населения. Вот, например, за последний 2018 год в наркодиспансер сотрудниками правоохранительных органов было доставлено 3222 человека. Из этого количества 344 человека был установлен факт употребления тех или иных наркотических средств. Также большое количество у нас лиц, которые отказываются от прохождения медицинского свидетельства. Отказники в большей части по нашей имеющей оперативной информации входят в ту категорию лиц, которые употребляют наркотические средства. 80% наркотических средств на территорию Абхазии попадают через российско-абхазскую границу. Для перевозки наркотиков наркодилеры используют и женщин в положении, так как они не привлекают большого внимания к себе и не вызывают подозрений. Однако из-за отсутствия в Абхазии женской тюрьмы беременные не отбывают полный срок наказания. Наши тюрьмы, наши следственные изоляторы не оборудованы специализированными помещениями, где можно держать новорожденных детей. Но вот вы представьте, у нас 3 камеры оборудованы в здании МВД, где содержатся женщины. В настоящий день сегодня содержится там 17 человек. 14 человек привлечены и осуждены за незаконный сбыт и ввоз наркотических средств. Это не за 2018 год, а это, как мы посмотрели, с 2013 года люди сидят. Из 14 человек 5 это лица абхазской национальности, 2 армянской национальности, остальные русские. На встрече была обсуждена необходимость усиления контроля на государственной границе ПСО. По словам сотрудников правоохранительных органов, государственная граница в нужной мере материально-технически не оснащена, и поэтому не всегда удается обнаружить тех, кто занимается перевозкой наркотических веществ. По мнению секретаря Общественной палаты Натайлы Акаба, в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков должна быть разработана государственная стратегия. Кроме того, необходимо создать реабилитационный центр для наркоманов. То, что у нас существует этот диспансер, это слава богу, но я думаю, что этого недостаточно, потому что вот я знаю, что в России существуют такие реабилитационные центры, и в других странах тоже. И в чем там суть? В том, что эти наркозависимые, они будут как бы изолированы и не смогут общаться с теми людьми, с которыми они постоянно общаются, и которые их приобщили к этому страшному злу. И, конечно, там в этом реабилитационном центре должны работать очень хорошие специалисты, психологи, наркологи и так далее, чтобы этих людей вывести из этого состояния. По мнению участников встречи, появление женской наркомании в Абхазии вызывает не просто беспокойство, а страх за будущее нации. Ведь испокон веков абхазская женщина была символом мудрости, чистоты и хранительницей домашнего очага. Поэтому необходимо использовать все возможные ресурсы и объединить усилия общества в борьбе с распространением этой опасной болезни. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.